Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите программу «Обзор экономики, политики и культуры Канады» на канале «Голос столицы». С вами Анна. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, сделайте это прямо сейчас. Каждый ваш лайк поднимает наше настроение. А еще это поможет вам всегда быть в курсе самых важных событий. Не забудьте поставить лайк и включить уведомления, чтобы первыми получать наши новости. Мы вещаем из столицы Канады, Оттавы. А откуда вы нас слушаете? Расскажите, что вам интересно, о чем хотите услышать в наших эфирах, и мы с удовольствием рассмотрим ваши предложения. А теперь к главным событиям этой недели. Экономика. Экономика. Торговые войны и внутренние вызовы. 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт автомобилей и запчастей, обосновав это вопросами национальной безопасности. Этот шаг, который вступает в силу 2 апреля, то есть уже в эту среду, воспринимается как прямой удар по канадским автопроизводителям. Премьер-министр Канады Марк Карни резко осудил решение Трампа, заявив: «Мы столкнулись с крупнейшим экономическим кризисом нашего времени из-за несправедливых торговых мер президента Трампа и его угроз нашему суверенитету». Карни пообещал принять ответные меры, чтобы защитить канадских рабочих и экономику. Также на прошлой неделе прошел диалог Карни и Трампа. Лидеры пытались урегулировать тарифный кризис. «Я намерен работать с президентом США, но наша страна заслуживает уважения», подчеркнул Карни. А вы как считаете, нужна ли Канаде жесткая позиция в торговой войне с США? Или пора искать компромисс? Оборона Канады. Стоит ли доверять США? Неожиданное заявление сделал отставной генерал ВВС Канады Иван Блонден, который прежде выступал за закупку американских истребителей F-35. Теперь он призывает отказаться от сделки. Причина – нестабильная и даже враждебная политика США при президенте Дональде Трампе. Раньше Америка была опорой крепкого союза двух стран. Теперь же Канада не может полагаться на ее защиту, отметил генерал. Правительство Трюдо заключило контракт на покупку 88 F-35 на сумму $19 миллиардов. Однако заказано лишь 16 самолетов. Главная проблема, по мнению Блондена, не в самом самолете, а в том, что США полностью контролируют его эксплуатацию, от программного обеспечения до запчастей. Он предлагает альтернативу: смешанный парк истребителей, включающий европейские модели, такие как Рафале или Гриппен, а также инвестиции в разработку истребителей 6-го поколения. Лидер либералов Марк Карни уже инициировал пересмотр сделки и начал переговоры с Францией, Великобританией и Швецией о возможном производстве самолетов в Канаде. Должна ли Канада продолжать полагаться на США в военных вопросах? Или пора искать новых партнеров? Что думаете? Объединение провинций. Конец внутренним торговым барьерам. На фоне внешнего давления премьер-министры канадских провинций встретились с Карни 21 марта для обсуждения устранения внутренних торговых барьеров. Премьер Онтарио Даг Форд призвал к единству. «Мы должны быть едины. Президент Трамп не уважает слабость, и если мы хотим защитить Канаду, нам нужно работать слаженно». Внеочередные выборы и предвыборные баталии. Экономический курс Карни и Пуальевра. Политическая арена Канады накаляется. Предстоящие федеральные выборы могут кардинально изменить экономический курс страны. В центре борьбы лидер либералов Марк Карни, который занял пост премьер-министра, не имея мандата депутата, что само по себе редкий случай в канадской политике. Итак, 23 марта Марк Карни объявил о распуске парламента, назначив внеочередные выборы на 28 апреля. Главная цель – получить мандат
на борьбу с торговыми угрозами США и перестроить экономику Канады. Карни заявил: «Я прошу у канадцев сильного мандата, чтобы противостоять Трампу и построить новую экономику, работающую для всех. Нам нужны перемены, большие позитивные перемены». Стратегия либеральной партии. Карни представил новую оборонную политику, нацеленную на развитие внутреннего производства военной техники, включая дроны для наблюдения за Арктикой. Мировой порядок меняется, и наши противники становятся все более дерзкими. Мы должны защитить нашу страну, заявил он. Также ставка Карни – дерегулирование экономики. Он пообещал к 1 июля 2025 года устранить внутренние торговые барьеры, ускорить согласование крупных инфраструктурных проектов и отменить НДС на новое жилье стоимостью до $1 миллиона. Начав предвыборную кампанию, он сделал еще одно знаковое заявление – снижение налоговой ставки для самых низкооплачиваемых канадцев на 1%. Хотя Карни всегда ассоциировался с климатической повесткой, в этот раз он скорректировал приоритеты. Отменил углеродный налог для потребителей и малого бизнеса, но оставил его для промышленности, сохранив лимиты выбросов в нефтегазовом секторе. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр делает ставку на более радикальные реформы. Он обещает ускорить выдачу разрешений на строительство нового жилья, отменить НДС на жилье до $1,3 миллионов и снизить налоги для самых низких доходов на 2,25%. В климатической политике он идет еще дальше, обещает полностью отменить углеродные стандарты для промышленности, ликвидировать лимиты выбросов и пересмотреть закон об оценке воздействия углеводородов, чтобы упростить разработку природных ресурсов. Однако, в отличие от предыдущих заявлений, он теперь готов оставить социальные программы, такие как стоматологическая и детская помощь, предложенные либералами и НДП. Пуальевр также остается единственным кандидатом, акцентирующим внимание на безопасности. Его программа включает пожизненные тюремные сроки за контрабанду оружия, торговлю людьми и распространение фентанила. Он напрямую связывает рост преступности с политикой либерального правительства времен Трюдо. Как вы оцениваете шансы кандидатов? Кто, по вашему мнению, сможет вывести Канаду из экономической нестабильности? Ждем ваших комментариев. Предвыборные баталии в Квебеке. Обе партии усилили активность в Квебеке. 78 мандатов в парламенте. Пуальевр провел митинг в Квебек-Сити, пообещав финансовую поддержку пенсионеров. Карни также посетил провинцию после тура по Онтарио. Скандал вокруг дебатов. Карни отказался участвовать во франкоязычных дебатах на канале TVA, что вызвало волну критику и привело к отмене мероприятия. Пуальевр раскритиковал Карни. Если он боится дебатов с политическими соперниками, как он сможет противостоять Дональду Трампу? Международные отношения, торговые войны и дипломатические конфликты. Эскалация между Канадой и Китаем. После введения канадских пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий Китай нанес ответный удар, введя тарифы на канадский рапсовый экспорт. Теперь Оттава пытается урегулировать конфликт, чтобы защитить канадских фермеров. Государственные инвестиции, защита рабочих мест. Экстренная помощь автопрому. Канадское правительство объявило о создании фонда в $2 миллиарда канадских долларов для поддержки рабочих мест в автопроме и снижения зависимости от рынка США. Финансы, ставки, рынок жилья и валютные колебания. Колебания курса американского к канадскому доллару. На фоне торговых споров в США канадский доллар ослаб. Новые пошлины вызвали отток инвесторов, что привело к снижению курса канадского доллара по отношению к американскому.
Снижение ставки Банком Канады. Напоминаю, еще 12 марта Банк Канады снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 2,75%. Цель – смягчить экономические последствия торговых войн и стимулировать внутреннее потребление. Рынок недвижимости. Замедление роста цен. По данным Reuters, канадские цены на жилье в 2025 году покажут рост всего на 2%, что ниже ранее прогнозируемых 4%. Продажи недвижимости упали до минимума за 3 года, а цены остаются на 16% ниже пиковых значений пандемии. Туризм и культура. Новые маршруты, фестивали и тенденции. Новые авиарейсы. Air Canada запускает прямые рейсы Эдинбург-Монреаль, которые будут выполняться с 27 июня по 7 сентября 2025 года. Это усилит культурные и деловые связи между Канадой и Шотландией. Проблемы с поездками в США. С 21 марта правительство Канады рекомендует гражданам, планирующим находиться в США более 30 дней, регистрировать поездки. Причина – участившиеся случаи задержаний канадцев на границе. Тенденции в туризме. Из-за усугубления политического кризиса в США число канадцев, посещающих Штаты, резко сократилось. В феврале 2025 года границу пересекли 2,2 миллиона человек. Это на 500 тысяч меньше, чем в 2024 году в это же время. Эскалация торговой войны, политическая нестабильность и опасения по поводу задержаний на границе. Как считаете, это временный эффект или начало долгосрочного охлаждения отношений между Канадой и США? Криминальная хроника Оттавы. Шокирующее видео с нагрудной камеры офицера ОПП. На суде по делу об убийстве сержанта полиции Онтарио Эрика Мюллера показали запись с его нагрудной камеры. Последние мгновения его жизни. Он заходит в дом, а затем раздается шквал из 17 выстрелов. Обвиняемый Ален Бёлефер утверждает, что принял полицию за грабителей, однако прокуратура уверена, это было преднамеренное убийство. Что скажете вы? Это трагическое недоразумение или хладнокровное преступление? Еще одно экстренное происшествие – беспорядки в детской больнице Оттавы. В выходные в столице Канады оказались неспокойными. В детской больнице Чио мужчина с ребенком устроил беспорядки и угрожал охране предметом, похожим на оружие. Инцидент произошел в субботу. Мужчина сначала нарушал порядок внутри больницы, затем, выйдя на парковку, вступил в конфликт с сотрудниками охраны. Он был задержан недалеко от больницы и обвинен в угрозах, незаконном ношении оружия и ряде других правонарушений. В больнице был объявлен протокол безопасности Code Silver, а само здание на время заблокировано для защиты пациентов и персонала. Безопасность в медицинских учреждениях – это новая проблема канадских городов. Как считаете, стоит ли ужесточать меры контроля? Жизнь в Оттаве. Квартиры вместо офисов. Спасет ли это рынок жилья? После пандемии центр Оттавы превратился в коммерческую пустыню. Офисные здания пустуют, а дефицит доступного жилья только растет. Однако теперь правительство решило использовать этот кризис в своих интересах. Специально созданный фонд федеральных земель Canada Land Bank рассматривает возможность переоборудования 35 пустующих офисных зданий под жилье. Среди потенциальных объектов 3 участка у станции Herdman, где можно построить до 5000 единиц жилья. Однако эксперты предупреждают, простого решения не существует. Переоборудование офисов стоит дорого, требует устранения загрязнений и серьезных изменений в инфраструктуре. Есть и опасения, что приватизация этих зданий приведет к повторению ошибок 90-х годов, когда большая часть нового жилья оказалась недоступной для обычных канадцев. Правительство обещает сделать 20% жилья социальным, но городские власти требуют увеличить этот показатель. Может ли переоборудование офисов стать реальным решением жилищного кризиса?
Или это лишь временная мера? Как думаете? Пишите в комментариях. Важное для водителей перекрытие дорог в Оттаве. С 1 апреля 2025 года южная часть Гринфилд-авеню будет закрыта для движения от съезда с шоссе 417 до Мейн-стрит, а также будет закрыта южная часть Мейн-стрит от Гринфилд-авеню до Хawthorne-авеню. Ожидается, что это закрытие будет действовать до конца лета 2025 года. Фестивали и культурные события Канады. Фестиваль кленового сиропа Sugar Bush с 8 марта по 6 апреля в Stouffville. Традиционные ремесла, завтраки с блинами и другие развлечения. Фестиваль Vanier Sugar с 29 по 30 марта в Ванье. Бесплатное мероприятие, посвященное кленовому сиропу с выступлениями артистов и дегустациями. Культура и события в Оттаве. Грядущие выходные в Оттаве обещают быть насыщенными. Мы собрали для вас самые интересные события, чтобы вы могли провести время весело, вкусно и с пользой. 19 апреля спектакль «Я вас не понимать». Яркая комедия на русском языке о культурных столкновениях и нелепых ситуациях эмигрантской жизни. Билеты на regards.ca. Квиз «Сила мысли» и игра вперемешку. Настоящее удовольствие для тех, кто любит разминать мозги и смеяться от души. Вечер трансформационных игр для тех, кто ищет новые инсайты и хочет глубже понять события, чтобы вы могли бесплатный завтрак с блинчиками в канате. Идеальный повод пообщаться с соседями за вкусным завтраком. Воркшоп по росписи писанок, пасхальных яиц. Почувствуйте атмосферу Пасхи и создайте свою уникальную роспись писанку. Фильм «Муфаса» уже в кинотеатрах Оттавы. Продолжение любимой истории короля льва. Встреча с собаками, которые ищут новый дом. Хороший шанс обрести четвероногого друга. Свадебное шоу Оттавы для будущих молодоженов и всех, кто в поиске вдохновения. Барбекю в парке с представителем консервативной партии от Канады. Сахарный фестиваль. Кленовые лакомства, свежий воздух и радость для всей семьи. Какие мероприятия вас заинтересовали? Пишите в комментариях. Спорт. Ottawa Senators идут в плей-офф. Senators завершили выездную серию победой над Детройтом. Хоккеисты Оттавы взяли важнейшие 2 очка в борьбе за выход в плей-офф, обыграв Детройт Red Wings со счетом 4-3. Это вторая победа в 3-матчевом выездном турне. Голы забили Майкл Амадио, Дэвид Перрон, Тим Штюцле и Томас Шабо. Вратарь Линус Уильмарк отразил 31 бросок и отметил, что команда сыграла намного лучше, чем в предыдущей встрече с Баффало. Хотя Оттава вела 3-0 после 2 периодов, в третьем Детройт попытался вернуться в игру. Голы Патрика Кейна, Лукаса Реймонда и Владимира Тарасенко сократили отставание, но сенаторы удержали преимущество. Тренер Трэвис Грин после поражения от Сейберс поменял звенья, и это сработало. Перрон, перешедший в команду летом, продолжает набирать форму. Это его 3-й гол в 3 матчах подряд. Оттава завершила сезонную серию с Детройтом с результатом 2-0-2, а за 2 последних сезона 5-1-1, не позволив сопернику вернуться в гонку за плей-офф. Дэвид Перрон ведет сенаторов к плей-офф. Ottawa Senators впервые за 8 лет близка к выходу в плей-офф, и ветеран Дэвид Перрон играет ключевую роль в этом рывке. В матче с Детройтом он забил 7-й гол в марте, принеся команде победу 4-3. Согласно Sportlogic, у сенаторов 98% шансов попасть в плей-офф и 84% занять первое wildcard место. Перрон, которому 36 лет и за плечами 18 сезонов в НХЛ, забивал в 3 матчах подряд, показывая, что знает, как побеждать. Как думаете, сможет ли Senators выиграть следующую игру? Делайте ставки. Ждем ваши прогнозы в комментариях. А теперь о погоде в Онтарио. Приготовьтесь к погодным сюрпризам. На следующей неделе резкие перепады температур, ливни, снег и даже весеннее
потепление. В Торонто настоящие качели. В начале недели плюс 11, но во вторник всего плюс 4 и мокрый снег. К четвергу потеплеет до плюс 17, но к выходным снова дожди и плюс 9. Так что зонты — ваши лучшие друзья. В Оттаве понедельник порадует плюс 13 градусами, но не расслабляйтесь. Во вторник снова 0 и снег. К четвергу внезапно и плюс 15, а в выходные — ливни при плюс 10. Весна явно не определилась. В Лондоне в воскресенье начнется громко, грозы и плюс 16. Дальше резкое похолодание до плюс 5, но к середине недели снова солнце и плюс 17. В выходные, правда, придется прятаться от дождя. В Thunder-Bay скромнее. В начале недели около 0 и снег, но к выходным потеплеет до плюс 8 с периодическими солнечными лучами. Вот такой погодный микс нас ждет. Готовьтесь к неожиданностям и одевайтесь с умом. Берегите здоровье. Это поможет легче справиться с любым стрессом. Итак, за последний месяц Канада оказалась в эпицентре политических и экономических потрясений. Торговые войны, разрастающийся конфликт США и Китаем, внеочередные выборы — все это меняет страну прямо на глазах. Какой путь выберут канадцы 28 апреля? Смогут ли политики остановить эскалацию тарифных войн? Очень интересно услышать ваше мнение. Как вы оцениваете экономическую политику Марка Карни? Должен ли он жестче отвечать Трампу? А может быть, стоит все же выбрать Пуальевра и поверить его предвыборной программе? Пишите в комментариях. Будем обсуждать. Напомню, наша передача выходит каждую неделю. А еще все эти и другие новости можно прочитать на сайте «Наша Оттава». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. Желаю вам хорошей, продуктивной недели. До скорых встреч!